Услышать голоса редких краснокнижных животных, проследить миграцию птиц, узнать больше о природе республики. Заповедник Хакасский открыл музей после двухлетней реконструкции. Своим музеем заповедник Хакасский может по праву гордиться. На сегодняшний день это, пожалуй, самый современный музей республики, по крайней мере, по количеству интерактивных устройств на квадратный метр. Для посетителей обучающие видеофильмы, электронные карты, а фотографии на стене оживают от одного прикосновения. Экспозиция «Красная книга» показывает краснокнижных обитателей, которые живут у нас здесь, в Хакасии, которые или весной прилетают, или живут круглый год. Многие из них озвучены. То есть вы можете не только посмотреть их, но и послушать. На открытие музея пригласили друзей и коллег, но основные посетители – это, конечно, школьники и студенты. А сам музей в первую очередь выполняет просветительские и образовательные функции. Заповедник Хакасский состоит из 9 кластерных участков и представляет практически все экосистемы. Собственно, школьная экскурсия у нас ориентирована таким образом, что, посетив музей, ребята, собственно говоря, всю природу и все особенности, экосистемные особенности нашей республики, они могут узнать в одном, посетив один лишь музей. В музее выставлены скульптуры редких животных и птиц. Кстати, при наполнении экспозиции ни одно живое существо не пострадало. Все экспонаты выполнены в натуральную величину из дерева местными мастерами. Впрочем, как и образовательные программы. Их создали абаканские программисты. Елена Ким демонстрирует интерактивный экран. Пара легких касаний можно получить полную точную информацию о мигрирующих птицах и водно-болотных угодьях нашей планеты. Это все вот так вот двигается, и вы можете выбрать как какие-то экзотические птицы, например, колибри, так и крачку речную, которая у нас обитает. И все миграционные пути, вы видите, насколько наш земной шар наполнен перелетными птицами. За 6 лет существования музея его посетили более 10 тысяч человек. Это не только школьники и студенты, но и иностранные туристы. К тому же у посетителей музея есть уникальная возможность познакомиться с заповедной природой республики вживую. При желании экскурсии могут провести и на свежем воздухе. В самых живописных местах Хакасии открыты 3 просветительских визит-центра. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.